Сегодня божественное послание адресовано прямо вам. Это побуждает вас прекратить негативные разговоры и мысли. Вместо этого сосредоточьтесь на многочисленных случаях, когда ваши молитвы были услышаны. Вспомните моменты, когда вы исцелялись, продвигались по службе и спасались от несчастных случаев. Подумайте о ситуациях, которые казались непреодолимыми, но были решены. Такие воспоминания являются ключом к продвижению вперед в вере. Если вы приписываете эти победы высшим силам, обязательно укажите свою принадлежность, поставив лайк этому посту. Помните, что вы были осведомлены о божественных ожиданиях, многое было сделано через нас высшей силой. Поскольку этот дух пронизывает наше существование, мы получаем ценные уроки, которые позволяют нам вести полноценную жизнь. Нам приказано практиковать верность, доброту, любовь и верность, качества, которые находят благосклонность этой высшей силы и ее последователей. Наш высший авторитет желает, чтобы мы утешались знанием того, что мы будем обучены тому, как вести жизнь в благосклонности и с хорошей репутацией. Никогда не забывайте уроки, которые вам преподали, держите эти заповеди близко к сердцу и подтвердите свою веру, набрав 11 часов 11 минут. Божественная воля состоит в том, чтобы вы полностью полагались на нее во всех аспектах своей жизни. Вам рекомендуется стремиться к этой опоре, хорошо зная, что без этого божественного руководства вы ничего не сможете достичь. Постоянно приветствуйте это божественное присутствие в своей жизни и ищите его помощи, руководства и укрепления. Он обеспечивает его постоянное присутствие, обещая значительную производительность, ведь без него вы ничего не сможете добиться. Верьте в свой потенциал. Вы уже готовы ко всему, что вы призваны сделать. Все, что вам нужно, находится внутри вас: предпринимательский потенциал, сила быть хорошим родителем, сила победить страх. У вас уже есть все необходимое для триумфа. Эта божественная сила подарила нам все необходимое, чтобы вести благородную жизнь через наше понимание божественного, призвавшего нас своей славой и добротой. Введите 222, чтобы подтвердить это убеждение. Пришло время вспомнить, что вас заметило божественное. Вы скоро восстановитесь в глазах тех, кто пытался вас подорвать. Божественное вмешательство воссоединит элементы вашей жизни, которые были разделены, переплетены и разбросаны повсюду. Эта сущность не забыла о вас, не забывай об этом и во время шторма. Ожидайте благословений и похвалы. Держите свои ожидания от этой высшей силы. Сегодня проведите свой день с ожиданием, а не с разочарованием. Разочаровываться по поводу нынешних обстоятельств – это нормально, но воспитание разочарования – это не то, чего хочет от нас Бог. Его обещания обязательно будут выполнены в идеальное время, в этом можно верить без каких-либо сомнений. Поэтому живите с ожиданием, зная, что вы скоро будете благословлены обещанными благими планами. Введите «да», если вы согласны. Даже в трудные времена помните эту поговорку, и это пройдет. Могут прийти бури, и негативные мысли могут гноиться, но помните две важные вещи: ни одна буря не длится вечно, и в этой буре с вами находится Божественное.
Не позволяйте своей вере погибнуть раньше, чем наступит буря. Доверьте свои заботы Божественному, который заботится о вас, и не забудьте отказаться от контроля. Мы часто пытаемся контролировать ситуации, когда решение лежит только в Божественном. Это контрпродуктивно, поскольку мы не увидим тех результатов, на которые надеемся. Наступает время, когда мы должны осознать, что лучший путь вперед – передать наши проблемы Божественному. Ослабьте хватку, отдайте контроль и позвольте Божественному взять верх. Введите 444, чтобы подтвердить это. Божественное открыло для вас дверь, которую никто не сможет закрыть. Помните, ваш прорыв перевесит любую борьбу, которую вам пришлось пережить. Может быть сложно сохранять воодушевление относительно того, что сделает Божественное, когда вы сталкиваетесь с текущими проблемами. Но не позволяйте текущим проблемам монополизировать ваши мысли. Не зацикливайтесь на настоящем, сохраняйте свою веру и продолжайте двигаться. Хотя сейчас это может быть трудно понять, просто придерживайтесь выбранного курса. В непоколебимом стремлении доверять Божественному вас могут беспокоить определенные обстоятельства. Однако крайне важно сохранять настойчивость в такие неспокойные времена. Серьезной ошибкой, допущенной детьми Израиля, было не их упрямство, а отсутствие веры в способность Бога позаботиться о них. Об этом полезно помнить, чтобы не попасть в ту же ловушку. Желаю вам найти вдохновение и поддержку в этой истине. Более того, не стесняйтесь выразить свою готовность, набрав 555. Будьте уверены, что ваши вчерашние молитвы не остались неуслышанными. Божество заметило вашу тревогу и горе и стало свидетелем слез, которые вы пролили из-за своих близких и своих обстоятельств. Сегодня Он посылает вам послание утешения, обещая благословение за каждую пролитую слезу и каждую пережитую бессонную ночь. Команда божественных сущностей расчищает для вас путь. Дискомфорт, который вы испытываете, подходит к концу, и благословение, божественная милость, решение и исцеление уже на пути к вам. Вера – это ключ к успеху, поскольку все достижимо для тех, кто так поступает. Вместо того, чтобы задаваться вопросом «как?». Что касается чудесных путей Бога, просто верьте, что Он это сделает. Люди часто упускают из виду настоящую суть веры из-за своей одержимости выяснением деталей. Примите сознательное решение не тратить время на размышления о том, как все произойдет, а верить и верить, что так и будет. Выразите свое стремление сиять и впустить изобилие в свою жизнь, сказав «Я готов сиять». Вы можете привнести в свою жизнь безграничное процветание, радость, свободу и уверенность, просто изменив свой утренний распорядок дня. Узнайте секреты богатства, пройдя по ссылке в комментариях. Не тратьте еще 1 год на блуждание по пустыне, откладывая то, что, как вы знаете, вам нужно сделать. Будьте честны с самим собой и решайте проблемы, которые выдвигаются на первый план. Это может быть непросто, но действовать с верой будет легче, чем ожидалось по благодати Божьей. Разорвите негативные циклы, которые сдерживают вашу семью, и двигайтесь навстречу своей судьбе.
Слово утешения от Божественного. Мое сладкое дитя, теперь ты должен понять, что сверхъестественный мир приходит от близости со мной и признания твоей зависимости от меня. Наслаждайся миром, который тебя окружает. Каждый день – это новый день, и я подарит тебе мир на каждый день. Доверьтесь этому и поймите, что чем больше вы примете мир, тем больше вы сможете свернуть горы и ходить по воде. Поверьте, что Божественное позаботится о тех, кто обидел вас, и вам не нужно оправдываться или осуждать их. Сохраняйте доверие к Божественному и станьте свидетелем восстановления мира, который у вас пытались украсть. Вам не причинят никакого вреда, поскольку вы находитесь под Божественной защитой. Божественное сообщает: «Мое дорогое дитя, с чем бы ты ни столкнулся, я тоже это вижу. Положись на меня, и я буду вести тебя. Я здесь, чтобы укрепить тебя и направить твои шаги. Помни, ты не одинок. Я с тобой, держа в себе силу мира, чтобы помочь тебе». Подтвердите свою веру, заявив: «Я суверенен». Поверьте, что то, что когда-то казалось утраченным, Божественное имеет силу восстановить. Даже если ваша надежда кажется угасшей или ваша способность любить уменьшилась, верьте, Божественное восстановит и увеличит ее. Поднимитесь и пробудите свою веру. Идите рядом с Божеством, которое подстроит свой темп под ваш. Оно заполнит любые пробелы в вашей вере, заменяя их любовью и силой, пока вы не переполнитесь. Любовь и понимание Божественного не зависят от силы вашей веры, но безоговорочно дарованы вам. Сострадание к себе и любовь основаны на глубине моего обожания. Не прячьтесь от стыда, признайтесь в своей неуверенности и выйдите из неуверенности в себе, которая держит вас в плену. Поднимитесь из могилы жалости к себе и присоединяйтесь ко мне в солнечном свете. Протяните руку, и вместе мы пойдем вперед, гарантируя, что все будет хорошо. Под руководством и помощью Божественного я шаг за шагом поднялся из глубин отчаяния. Помните, триумф достижим, а освобождение реально. Через веру вы можете преодолеть и достичь эмоционального и психического благополучия. Вас характеризует не ваши страдания, а ваш Божественный Создатель. Не сдавайтесь, продолжайте идти. Божественное называет вас любимым, избранным, чудесно созданным и ценным. Благодаря Божественному вмешательству и мудрым действиям я вышел из мрака и принял жизнь. Я несу добрую весть о возможности вашего освобождения от отчаяния. Вы созданы, чтобы прожить жизнь, полную веры, спокойствия, радости, доброты и оптимизма. Выбирайте жизнь сегодня. Божественное умоляет вас различать, прежде чем судить поведение и слабости других. Попросите Божественного понимания того, чему вы можете научиться. Часто нас призывают заглянуть за пределы поверхности, проникнуть в глубины там, где другие воспринимают лишь поверхностные слои. Итак, находясь в неспокойной ситуации, молитесь о мудрости. Иногда вас могут попросить помолиться за других или научиться управлять битвами. В других случаях вы можете прийти к пониманию черт, которые существуют внутри вас. Никогда не спешите с суждениями.
Представьте дело перед Божественным, и истина откроется. Вы любимы. Чтобы подтвердить свою веру, наберите 1010. В слабости можно найти силу. Наличие слабости никогда не должно мешать вам добиваться своих целей или полагаться на Божественное. В каждом человеке есть слабая сторона. Однако вера в Божественное может превратить эти слабости в сильные стороны. Для нового начала не требуется новый человек. Если внутри вас существует страх, его можно преобразовать в веру. Если ненависть, то в любовь. А если заниженная самооценка, то в неуверенность в себе. Некоторые дни могут оказаться особенно трудными, и не все из них останутся приятными. Божественная мудрость признала это, следовательно, окончательный план искупления проявился на кресте. Божественный план вашего искупления, вашего исцеления и вашего восстановления всегда действует. Подожди. Вы получите двойную компенсацию за каждую пролитую слезу и каждое воспоминание о сожалении. Божественное успокоит ваше больное сердце. Вас ценят, лелеют и любят. Вы имеете значение. Если вы согласны, напишите «Аминь». Если вы хотите без особых усилий добиться значительного изобилия, перейдите по ссылке в комментариях и ознакомьтесь с удивительными секретами ученых-революционеров. Подпишитесь на наш канал, если верите в Божественное. Вспомните божественные послания и мудрость, переданные вам. Помните, что было вам открыто. Иногда мы получаем божественные послания, радуемся, но вскоре забываем их или позволяем обстоятельствам тяготить нас. Но когда просветление исходит от Божественного, оно служит определенной цели. Если вам говорят, что битва не ваша, прекратите сражаться. Если вам говорят стоять на месте, перестаньте идти своим путем. Если вам говорят доверять, отбросьте сомнения. У этих сообщений есть цель. Независимо от вашего имущества, личности или партнеров, если Божественное заявило об этом, оно уже на пути к вам. Даже когда нас одолевает чувство вины, помните, что Божья благодать сильнее наших эмоций, и Он всеведущ. У Бога есть цель в вашей жизни, которая превосходит все ваши ошибки. Божественное не отслеживает ваши неправильные поступки. Помните, несмотря на то, что Аарон впал в грех и создал идола, он все равно был избран первосвященником. Божьи планы на вашу жизнь не прекращаются из-за ваших проступков. Божественное все еще использовало Аарона, и оно все еще желает использовать тебя. Ваша личность принадлежит Ему, а не прошлому. Словами едва ли можно выразить ту благодарность, которую я испытываю за бесконечное терпение Бога по отношению ко мне. Возможно, вместо благодарности более подходящим чувством является чувство любви. Душевная боль и разбитое сердце, месяцы слез и боли заставили меня задуматься, разочаруется ли когда-нибудь Бог во мне из-за моей неспособности двигаться вперед. Тем не менее, я нахожу утешение в учениях Библии, которые уверяют меня, что Бог собирает каждую слезу. Каждый раз, когда я плачу, будь то одна слеза или всепоглощающий поток, от которого я едва могу дышать, Бог видит и понимает.
Это подтверждает мое чувство любви, зная, что Бога не волнует чистота моих слез. Его внимание сосредоточено на том, чтобы я осознавал, что Его милость окутывает меня, а Его сила – мой спасательный круг. Слова не могут адекватно выразить степень моей благодарности, зная, что Бог никогда не устает от меня. Возможно, благодарность не тот термин, который описывает то, что я чувствую. Возможно, это больше похоже на ощущение, что меня ценят. Несмотря на некоторые события в жизни, от которых мне трудно отказаться, душевную боль и горе, месяцы слез и боли, я остаюсь оптимистом. Если Бог благословил вас вдохновением, мечтой, видением, планом или амбициями, перестаньте ждать и начните воплощать их в жизнь. Не позволяйте потенциальным неудачам помешать вашим планам, все равно выполняйте их. Не позволяйте опасениям или денежным ограничениям ограничивать вас, все равно казните их. Будь то в маленьком или большом масштабе, напуганы вы или воодушевлены, продолжайте. Если вы медлите под предлогом ожидания Бога, пришло время проверить свои собственные способности. Все, что вам нужно, находится внутри и ждет вашего открытия. Часто мы верим, что для достижения нашей цели через Бога необходим колоссальный скачок веры. Однако божественное руководство поощряет шаги, а не скачки. Именно приращение веры приводит к успеху. Помните, шаги – это путь человека, но успех принадлежит Богу. Утверждение «я развиваюсь» позволяет понять, что Бог обещает неизбежные изменения. Он организует удивительные благословения и возможности. На вашем пути встретятся нужные люди, состояние здоровья улучшится, а финансовая стабильность позволит вам обеспечить своих детей. Доверьтесь Божьему времени. Это безупречно, даже если может показаться запоздалым. Его мудрость превосходит нашу. Будьте уверены, ваши молитвы о продвижении по службе, исцелении, безопасности, восстановлении или обеспечении будут услышаны. Всегда имейте веру. Осознайте свою силу утверждать. Этот путь, несомненно, будет включать в себя испытания и тяжелую работу. Не позволяйте тревоге по поводу предстоящей дороги повлиять на ваше путешествие. Пусть ваш взгляд будет прикован к Иисусу. Верьте в Его время, а оно превосходит наше понимание подходящих моментов. Когда Бог, ваш проводник, внимательный к вашим нуждам, вам не нужно беспокоиться о вашем путешествии. Будьте готовы пойти на жертвы, когда просите у Бога руководства. Темные времена и дискомфорт могут быть частью Его плана. Именно эти переживания приближают нас к Богу. Когда Бог управляет вашей жизнью, ваш путь неизменно приведет вас ближе к Нему. Пусть милость Господня осветит ваш путь. На моем нынешнем этапе жизни Бог учит меня отказаться от контроля и позволить Ему вести мои битвы. Для человека, который постоянно борется с тревогой и беспокойством, доверить ситуацию Богу – непростая задача. Достижение спокойствия и замедление быстрого ритма моего сердца оказалось непростой задачей. Борьба возникает, когда мы позволяем Богу диктовать результат. Мои тревожные привычки,
побуждают меня взять ситуацию под контроль и искать собственные решения. Однако Бог призывает меня покоиться в Его благодати. Наше нетерпение часто лишает нас безмятежного опыта, позволяющего Богу открыть себя. Доверьтесь Ему, позвольте Ему вести наши битвы. Даже когда наш путь кажется темным и непривлекательным, помните, что у Бога есть план. Эти времена тьмы могут приблизить нас к Нему. В разгар беспорядков может показаться, что жизнь выходит из-под контроля, но это Божий план. Он ведет вас в более светлое место. Выйдя из темных времен, вы узнаете Божью работу. Вы поймете, что проблемы превратились в благословение. Покойся, дорогая возлюбленная, в утешительных объятиях моего покоя. Измените небольшой аспект своего утреннего распорядка, чтобы привлечь в свою жизнь безграничное богатство, радость, свободу и уверенность в себе. Если это предложение вас заинтересовало, перейдите по ссылке в комментариях, чтобы узнать секреты богатства, которые привлекут его. Если наш контент находит отклик у вас, подпишитесь на наш канал. Божье послание для вас сегодня состоит в том, чтобы искать помощи в Нем, а не в людях. Он закладывает основу для новой главы в вашей жизни, которая станет очевидной для всех. Он удаляет людей из вашей жизни, чтобы освободить место для больших и лучших вещей. Разочарования, которые вы пережили, люди, которые, по вашему мнению, причинили вам боль, были всего лишь Божьим способом изменить ваше положение. Перестаньте оплакивать потери и разочарования и направьте свою энергию на новые начинания, которые Бог вводит в вашу жизнь. Верьте в Его провидение. В конечном итоге все обернется в вашу пользу. Итак, берегите себя. Доверьтесь Божественному и отпустите все, потому что Вселенная способствует вашему успеху в каждом начинании. Все происходит не случайно, каждая потеря – это урок, а каждое дарованное вам благословение – это свидетельство признания Его космических замыслов. Человек не должен беспокоиться о прошлых ошибках или думать о будущих тревогах, а должен предаться Божественному. Суть жизни – чистота и любовь. Адаптируя эти добродетели, мы обретаем внутренний покой и счастье. Мы часто не понимаем, что божественное вмешательство постоянно действует в нашей жизни, формируя наш опыт и формируя наш путь. Борьба позволяет расти, а победы наполняют нас благодарностью. Нас постоянно ведут по этому лабиринту жизни, а Божественное является нашим наставником и ведет нас к изобилующему богатству и радости. Божественное направляет нас к нашей истинной цели. Он соединяет нас с энергией изобилия, и нам очень важно довериться этому божественному процессу. Благодаря активным действиям в соответствии с вашим божественным руководством открываются врата к бесконечному изобилию, и сокровища космоса становятся вашими. Жизнь, какой мы ее знаем, это впечатление от наших мыслей. Жизнь с избытком – результат мышления с избытком. Вы должны доверять Божественному, зная, что Вселенная изобильна и ее хватит всем. Переключите свое внимание с недостатка на изобилие, и Вселенная отреагирует соответствующим образом. Если вы верите в дефицит, вы притягиваете дефицит.
Однако, если вы верите в изобилие, вы привлекаете богатство и процветание. Постоянно согласовывайте свои мысли, действия и слова с желаемым результатом. После выравнивания развивайте эту гармонию с помощью ежедневных утверждений. Вселенная прислушивается к вашим словам и действует в соответствии с вашими убеждениями. Помните, ваши слова – это зеркало вашего текущего состояния и ворота в ваше будущее. Столкнувшись с невзгодами, не поддавайтесь влиянию. Имейте веру, поскольку все, что может произойти, происходит по божественному замыслу. Помните, Он никогда не обременяет вас больше, чем вы можете вынести. Любая невзгода – это ступенька на пути к прогрессу, испытание веры и возможность прорастить семена изобилия, посеянные Божественным. Жизнь – это путешествие, а не пункт назначения. Вера, стойкость и способность адаптироваться могут превратить обычное в необычное. Речь идет не о достижении конечного пункта назначения, а о том, чтобы наслаждаться путешествием, учиться на полученном опыте и становиться лучшей версией себя. Никогда не недооценивайте силу благодарности. Это имеет прямую корреляцию с вашим богатством и изобилием. Благодарность привлекает позитив, создает гармонию и способствует процветанию. Когда вы начнете ценить божественные дары и благословения, вы создадите положительную ауру, которая притягивает успех и процветание. В конце концов, никогда не прекращайте учиться и развиваться. Вселенная – это обширное пространство знаний и мудрости. Чем больше вы узнаете, тем лучше вы понимаете Божественное. Это понимание поможет вам открыть двери богатства и изобилия, что сделает вас эффективным сотворцом своей жизни. Божественная мудрость подобна путеводному свету, ведущему нас к процветанию, счастью и миру. Исследуйте неизведанное, познайте мудрость и тайны Вселенной и направьте свою жизнь к бесконечному изобилию. Примите жизненные испытания и невзгоды с распростертыми объятиями и помните, что неудачи – это приятные маленькие послания от Бога, которые направляют нас двигаться в правильном направлении. Помните, когда Бог подталкивает вас к краю, Он либо подхватит вас, когда вы упадете, либо научит вас летать. Ищите Его божественного руководства на каждом этапе своей жизни, зная, что Он никогда не оставит вас в нужде. Божественный свет всегда будет направлять ваши шаги, ведя вас от самых темных переулков к самым ярко освещенным путям процветания, богатства и успеха. Наконец, поддерживайте свою веру как свой щит, защищающий от любых невзгод, которые могут встретиться на вашем пути. Сохраняйте свою веру нетронутой, отражая каждое слово, которое вы произносите, каждое действие, которое вы предпринимаете, и каждую мысль, которая приходит вам в голову. Эта вера в Божественное откроет двери изобилия и процветания. Доверьтесь Его мудрости и подчинитесь Его воле. Жизнь – прекрасная симфония, дирижером которой является Бог. Позвольте Ему взять на себя ответственность. Верните утраченную веру, оживите свою любовь к Божественному и откройте дверь к тайному богатству Вселенной. Этот путь к божественному изобилию требует терпения, настойчивости, упорного труда и, прежде всего, веры в Него.
Итак, пристегните ремни безопасности и приготовьтесь к радостному путешествию навстречу божественному изобилию и процветанию. Пусть движущей силой будет вера, а местом назначения – богатство, счастье и мир. Позвольте вашей вере в божественное вести ваш путь и напомните себе, что речь идет не о понимании конкретных тонкостей великого плана, а о доверии в путешествие. Вместо вопроса «почему это происходит?» измените свой вопрос на «чему меня это учит?». Используйте силу внутри себя, силу, которую даровало вам Божество, чтобы помочь вам преодолеть самые трудные препятствия. Проявите свою готовность, сказав: «Я открыт божественному водительству и мудрости». К вашей связи с Божественным нельзя относиться легкомысленно. Он несет в себе потенциал трансформации, роста и проявления чудес. Божественное недалеко, недалеко и недостижимо. Скорее, оно близко, интимно и вездесуще. Он отвечает на искренние молитвы, последовательную веру и готовность отпустить контроль и подчиниться своей воле. Представьте себя окутанным божественным светом, защищенным от вреда. Божественное заверяет: «Мой драгоценный, я твой щит, твоя крепость, твой защитник. Ты можешь доверять мне, и под моим крылом ты обретешь безопасность». Оставьте страх и примите уверенность, ибо забота Божества никогда не прекращается. Ободрите свою душу, сказав: «Я защищен Богом». Вас ожидает небесный мир, и это состояние духовного спокойствия, превосходящее человеческое понимание. Это постоянное спокойствие, вечная тишина, проистекающая из глубокой, непоколебимой веры в Божественное. Это не временное облегчение, а вечное спокойствие, которое возникает изнутри вас. Примите этот мир, заявив: «Я принимаю ваш божественный мир». Божественное заверяет: «Дорогое дитя, помни, что я великий кормилец». Для каждой проблемы, с которой ты сталкиваешься, я уже приготовил решение. Мои обещания верны, и я твоя постоянная поддержка. В самые темные часы не забывай, обратись ко мне. Верьте в этот божественный диалог, говоря: «Я отдаю свои проблемы Божественному». Не позволяйте разочарованию обескуражить вас или заставить вас чувствовать себя недостойным. Вместо этого крепко держитесь своей веры, зная, что это процесс роста и расширения. Божественное будет использовать любые обстоятельства, чтобы превратить вас в человека, которым вам суждено стать. Признайте свою ценность и скажите: «Я божественный шедевр». В конечном счете, Божество требует от вас только одного доверия. Это очень важный элемент, но его часто упускают из виду. Когда вы понимаете, что божественное руководство – это не просто концепция, а личный, глубокий опыт, стены сомнений, которые когда-то казались непреодолимыми, рушатся. Выразите свое доверие, подтвердив: «Я полагаюсь на Божественное». Божественное заверяет: «Возлюбленное дитя, ничто не может отлучить тебя от моей любви. В каждой буре я твое убежище. В каждой битве я твоя сила». Резонируйте с этими утешительными словами, говоря: «Меня любят, и я в безопасности в руках Божественного». В заключение помните, что божественное вмешательство –
– это не только чудеса, происходящие вокруг вас, но и чудесные изменения, происходящие внутри вас. Вы – уникальное проявление Божественного, и внутри вас заключена вся сила и потенциал, позволяющие подняться над любыми невзгодами. Примите эту истину, сказав: «Я – живое чудо Божества». Сохраняйте веру, доверяйте процессу и сохраняйте свою божественную связь. Ваш прорыв неизбежен. Такое божественное заверение должно вселить в вас непрерывное чувство спокойствия. Примите его с распростертыми объятиями и восприимчивым сердцем. Слишком часто мирской шум заглушает голос божественный. Позвольте себе отключиться от непрекращающейся болтовни и настроиться на божественную чистоту, которая ведет нас к миру, изобилию и самореализации. Божественное слышит ваши тихие молитвы и видит ваши внутренние битвы. Несмотря на ваши трудности, продолжайте верить в божественную силу. Помните, семена должны расколоться и прорасти сквозь грязь, прежде чем расцветут удивительной красоты цветком. Ваша борьба не напрасна, они превращают вас в маяк надежды и устойчивости. Прислушайтесь к божественному обещанию: «Я всегда с тобой». Пусть он будет вашим якорем в бурном море, вашим компасом в пустыне и вашим маяком, который приведет вас к безопасному берегу. Введите «Я верю», чтобы подтвердить свою веру в это божественное обещание. Поймите, что вы были выбраны для уникальной миссии в этой жизни. Примите дарованную вам божественную цель, войдите в свой божественный потенциал и исполните свое божественное предназначение. Помните, что вы оснащены, наделены силой и энергией божественной силы. Божественное никогда не призывает квалифицированных, но определяет призванных. Божественное вложило новую песню в ваше сердце. Пойте ее с радостью, убежденностью и благодарностью. В текстах этой божественной мелодии выражается торжество над прошлыми болями и предвкушение будущих благ. Сыграйте эту божественную мелодию в ритме веры, и вы будете танцевать под симфонию триумфа. Провозгласите свою веру, заявив: «Я торжествую». Пусть вибрации этих слов резонируют во всем вашем существе. Позвольте им активировать божественную силу внутри вас. С каждым вашим вздохом вдыхайте веру, выдыхайте страх, и пусть ваша жизнь станет свидетельством божественного триумфа над смертными испытаниями. Помните, что ваша божественная связь – это не одностороннее общение, это божественный диалог. Слушайте столько, сколько молитесь. Созерцайте божественное руководство в шепоте ветра, шелесте листьев, лучах солнца и глубине своего сердца. Присоединяйтесь к божественному танцу жизни и кружитесь в радости, благодати и благодарности. Танцуйте не только тогда, когда музыка вам по душе, но и тогда, когда жизнь играет тревожные мелодии. Ибо в божественном танце каждый поворот – это трансформация, каждый шаг – рост, а каждый такт – благословение. Введите 777, чтобы подтвердить свое желание танцевать с Божественным. Поскольку Божественное продолжает вести вас, не забывайте делиться своим светом с другими. Позвольте вашей божественной связи питать ваше сострадание, доброту и сочувствие. Будьте маяком божественного света среди человеческой тьмы.
Вам повезло стать благословением. Пожалуйста, напишите «Я благословение», чтобы подтвердить свое стремление быть источником мира, надежды и радости в мире. Божественный свет внутри вас невозможно погасить. Пусть оно сияет на всеобщее обозрение. Воистину, блаженны те, кто благословляет других. Примите эту божественную истину и позвольте ей формировать вашу жизнь. Если вы восприимчивы к этому сообщению, поделитесь им с 5 людьми, которые доверяют Богу. Чтобы выразить поддержку нашему каналу, оставьте комментарий «Иисус – Господь». Подпишитесь на наш канал и включите уведомления. Помните, путь к успеху усеян терниями. Это кульминация последовательности, упорного труда и жертвенности. Будьте готовы терпеть и потеть ради своей мечты. Спасибо.